заботились о благосостоянии народа. Господи, благослови принятие решений, которые они будут принимать, Господи, чтобы это были правильные решения, которые пойдут на пользу городу, республике, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Твоя рука, она просто была над всеми начальствующими, уберегая их от зла, Господи, от влияния злых сил, Господи. Пусть все, что они делают, делают на благо республики, на благо людей и в угоду Тебе, Господь. Написано, что нет власти не от Тебя, Господь. Мы просим, благослови эту власть, Господь. Пусть у них будет страх по Тебе. Господи, мы просим Тебя также за нашу церковь, за каждого человека, кто когда-либо вообще приходил сюда, которые еще придут. Господи, дай нам единство, дай нам быть в одном духе. Дай нам слышать голос Твой, Господи. Ты глава этой церкви. И мы не хотим делать здесь ничего от себя, но всякое дело, которое здесь будет делаться, Господи, чтобы оно было от Тебя. Мы просим Твоего водительства, говори в сердца людей, поднимай людей на любые дела, на любые мероприятия, на любые служения, Господи. Чтобы Ты был глава всего. Мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем голосе. Господи, говори. Поднимай пророчествующих людей, поднимай служителей, Господи, во имя Иисуса. И мы просим Тебя также, Господь, благослови всякую нужду, которая есть у людей в нашей церкви. Прежде всего, мы просим Тебя о том, чтобы всякая болезнь, она обошла стороной. Вот сейчас коронавирус есть. Господи, у нас многие уже переболели, и слава Богу, у нас никто не умер. Хотя есть люди в реанимации лежали, мы молились Тебе, Господи. И мы просим, пусть вообще дальше обойдет стороной. Даже если кто-то заболеет, я провозглашаю, что не будет никаких последствий. Во имя Иисуса Христа. Господи, на Тебя уповаем. Только от Тебя исцеление и избавление, Господь. Мы просим Тебя, благослови врачей в нашей республике. Все, кто работает, Господи. Пусть они все, что делают, делают на пользу, не во вред. Во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господи, не наша воля, но Твоя-то будет. Мы просим Тебя, Господь, чтобы уже закончилась эта пандемия. Господи, дай нам полноценно собираться. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господи. Отец, я прошу Тебя также за всякую физическую нужду, которая есть у людей в церкви. Если кто-то нуждается в работе, может быть, только думает о том, чтобы поменять, Господи, направь пути. Дай правильных людей, дай хорошую работу, которая будет достойно оплачиваться, так, чтобы было время на семью еще и на церковь. Во имя Иисуса. Ты усмотри все. Если кто-то нуждается в жилье или в устройстве каких-то еще проблем, мы все полагаем пред ноги Твои и просим Тебя, Господи, Ты благослови во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал? Аминь. Аминь. И можно, давайте мы детей позовем. У нас хорошая традиция, добрая. Дети, подростки, выходите вот сюда, да, перед сценой, вставайте. И мы благословляем детей. Благословить — это значит сказать что-то благое. Или в современном русском языке означает хорошее. Поэтому давайте мы скажем хорошее в их жизни, провозгласим. Потому что слова не имеют значения. Написано в Библии, что жизнь и смерть, она во власти языка. Нам, как верующим, дана власть что-то провозглашать, разрешать и запрещать. Поэтому давайте мы согласимся, и мы провозгласим благое и доброе в их жизни. И я хочу от епископа Андрея, он уже во вторую очередь епископ, в первую очередь он многодетный отец в этом случае. Поэтому я хочу, чтобы он помолился, как многодетный отец, и благословил детей наших. Давайте мы соединимся с ним в молитве. Дети, посмотрите на меня все. Вы все очень хорошие, очень талантливые и очень многого в жизни достигнете. Можете сказать аминь? Аминь. Молодцы. Сейчас мы за вас помолимся, чтобы Бог в этом вам помогал. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эти сокровища, за эти драгоценности, которые Ты нам доверил на короткое время. Мы благодарны Тебе, что хоть мы и переживаем сильно за них, но они не только наши дети, они еще и Твои дети, в первую очередь. И поэтому мы сегодня говорим от лица Небесного Отца, благодать Божья на вашу жизнь,
Божий покров и защита от всякого зла, от всяких лукавых и беспорядочных людей, от всяких болезней, от всяких проклятий. Божий покров и защита над вами. Да будете вы преуспевать в жизни своей, да будете вы счастливыми отцами и матерями, да будете вы счастливыми мужьями и женами, да будете вы профессионалами в том деле, которое изберете. Мы благословляем вас на успех и процветание во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Дети, да, могут идти на детское служение, вы присаживаетесь. И у нас есть еще одна немаловажная часть служения, прежде чем мы перейдем к слову, к наставлению. Это десятины и пожертвования. И вы знаете, да, что у нас есть группа вот так, там есть реквизиты, можно перечислять туда, можно будет здесь пропускать. И также, вы знаете, что мы редко когда, я редко когда говорю вообще о десятинах и пожертвованиях. И причиной этому я уже как-то делился. То есть в свое время когда-то я обжегся, может быть, на этом или наслушался так много всего этого, что мне прямо не хотелось говорить, но потом Господь Бог, Он меня обличил и сказал, что это тоже неправильно, совсем не говорить. Мы не должны лишать людей и привилегий, потому что это привилегия, вы понимаете? Потому что Бог, Он не нуждается. И это привилегия Ему дать. Вы согласны? Тишина такая настала, я уже что-то засомневался в своих словах. Я просто хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали человека, который первый раз у нас поделится словом. Это вот Мария. Давайте мы поприветствуем. Так здорово, что у нас появляются новые люди, новые лица. Потому что, согласитесь, всегда на меня смотреть здесь как-то не очень хорошо. Спасибо большое. Еще раз здравствуйте. Точнее, здравствуйте, меня зовут Мария. Я очень волнуюсь, я на самом деле инициативу проявила, но потом несколько недель не могла созреть. Вам поделиться с вами тем, что я поняла. Я в церковь абсолютно недавно, если брать всю жизнь, да, я в прошлом году пришла и сама копалась, пыталась понять, что это, да, мне было интересно, но я очень долго шла к Богу, и слава Богу, что я сейчас начинаю уже созревать, и я готова с вами поделиться тем, чем я живу на самом деле уже больше 20 лет, потому что мое образование финансист, да, красный диплом, и все это время я работала финансистом, и поэтому вокруг денег очень много чего я читала, узнавала, и хотела с вами поделиться тем, к чему я пришла на сегодняшний день. Вот. В формулировках могу немножечко ошибаться, да, там, поэтому не судите меня строго, пожалуйста, да, но я поделюсь с вами то, что я сама к этому очень долго шла на самом деле. Да. Наверняка вы все слышали про благотворительность. То есть до того, как мы пришли в церковь, постоянно говорится про благотворительность. Это вокруг да около. И я понимала, что нужно делать благотворительность, но я думала, что я еще не созрела. То есть я думала, что это миллионеры, миллиардеры, магнаты и так далее могут заниматься благотворительностью, да? Потом я начала посещать разные бизнес-тренинги и так далее. Там тоже все говорили про благотворительность, и там озвучили процент 10. Я все не могла понять, что с ними делать. Я их откладывала. Потом что-то хотелка какая-нибудь есть, я брала, собирала и тратила. Я не могла понять, куда направлять мне эти деньги. Потому что есть фонд Хабенского, пыталась я туда отправлять, да, потом бывает же в Инстаграме, да, там, сборы на здоровье, да, туда. Но в целом, куда направлять эти деньги, я не понимала. Хотя я с деньгами постоянно, у предпринимателей и так далее, да, но я для себя поняла, что есть определенные законы. Это я сейчас по-мирскому говорю. Да? Есть определенные законы, как физические законы, когда мы что-то роняем, дьявол падает, закон притяжения и так далее. Да? В финансах есть закон тоже по поводу вот этого благотворительности 10%. Это я тоже поняла, но я не знала, что с этим делать. Вот. Потом я пришла сюда в церковь, и когда денежку собирали, да, сколько есть, не соизмеряя, что это 10%, да? Там наличка есть и так далее. Не понимая, но понимая, что все-таки надо.
Вот. И недавно я прочитала, Тонечка отправила книгу Рика Реннера, называется «Вопросы и ответы библейской экономии». Вот. Если вам интересно, я могу скинуть ее в общую группу даже, да, и там очень много разных вопросов, которые реально возникают, что вообще, что это такое, что это такое. Вот. И я сначала, знаете, книга окей, но чтобы ее прочитать, есть определенные моменты, которые я поняла вообще по поводу денег. Вот, что? Давайте немножко тоже пообщаемся. Что для вас деньги? Давайте так. Возможности. Еще что это? Инструмент. Ага. Ну, как мы получаем эти деньги? Давайте руки поднимем, кто здесь... есть две категории: бизнесмены и по найму, которые работают, да? Кто здесь бизнесмен? Ага. Кто работает по найму? Остальные не работают. Остальные? Окей. А фрилансеры тогда? Потому что, оказывается, да, есть еще простой. Остальные что делают, правда? Наслаждаются жизнью. Наслаждаются жизнью. Хорошо. Смотрите, вот есть денежные потоки, это называется, да? Поток денег — это те деньги, которые пришли, и те деньги, которые ушли. То есть мы всегда находимся в потоке денег, потому что без них невозможно жить, да? На что мы тратим деньги? Давайте так. На еду. На бытовые. Еще? Коммунальные. Кредиты. Что? На учебу. Да, на кредит. Давайте мы с вами сейчас представим пирог. Пирог мы, когда мы в большой семье, мы садимся и все так делим, да, по кусочкам. И пирог, допустим, давайте представим, что это наш кошелек. Это вот наши деньги, которые мы получили. И у нас что уходит? У нас кусочек уходит на жилье. Ну, нам это в тепле, да, потом на коммунальные, чтобы нам было нас обслуживали, да, мусор вывозить, водичка и так далее, да, на еду. Еще на что мы тратим? На одежду, на проезд, на здоровье, да? То есть вот этот пирог, мы начинаем кусочки отдавать в коммунальную службу, кто-то на ипотеку, да, там, и так далее. И это и есть распределение денег. Доли здесь, если мы возьмем, да, они везде разные. Очень много берет у нас, конечно, жилье, если мы взяли ипотеку, да? Вот. И смотрите, что происходит. Есть такое понятие, как налоги. Кто платит налоги? Ну, не все подняли. Потому что есть налоги на имущество, которые, да, там, на транспорт, которые мы реально оплачиваем сами, да? Но есть также подоходные налоги и социальные налоги. Мы их не видим. Их кто поднял руки, да, по найму работает, их оплачивает работодатель. Правильно? Подоходный налог — это сколько процентов? 13. Да? Социальный налог — 30. То есть вообще, если мы берем весь пирог, да, этих денег, то есть сколько у нас? 43% уходит куда-то туда, куда мы не видим. Но смотрите, получается, что когда мы оплачиваем налоги, что это нам дает? Определенные гарантии. Да, мы получаем услуги, да? То есть мы когда даем, почему всех предпринимателей, да, которые, потому что у них потоки денег большие, все обязаны налоги платить, потому что за счет этого нам делают дороги, да, нам строят поликлиники и так далее. Социальные — это нам оплачивают учебу. Бесплатно мы, слава Богу, лечимся, ходим, да, в поликлинику. То есть, когда весь народ сплачивается и начинает оплачивать налоги, жизнь в целом, она улучшается. Правильно? Вот. Если мы можем эти 43%, не видя их, отдавать на наше благосостояние, да, то есть такое понятие, как вот это мирское же все, да? Это я это слово выучила, мирское, да? Тоже, чтобы наше физическое тело могло комфортно существовать в том или ином городе. Вот. Есть еще отдельный духовный мир. Вот что я поняла. Да? Когда мы даем 10%, это называется десятина. Она прям корень 10, да? Десятина. Вот. Это та благотворительность, о котором говорит весь мир, но не совсем понятно, что с этим делать. Это, вот в этой книге тоже так классно, вот именно через налоги. То есть, когда мы налоги платим, мы понимаем, для чего это нужно, а когда нам нужно платить что-то вот именно духовное, не
всем понятно, куда эти деньги уходят, да, и вообще для чего это нам нужно. Но давайте посмотрим так. Кто знает такое слово, как профилактика? Все знают, да? В плане здоровья профилактика, она же намного лучше, чем если мы начинаем платить в здоровье, идя в аптеку или куда-нибудь оплачивать услуги медицинские, да? То есть сейчас стало популярно это ходить в спортзал, ПП-питание, да? То есть мы в этом направлении уже начинаем двигаться, чтобы нам потом экстренно не надо было что-то вот делать. И вот это я тоже сделала соизмеримость такую. Смотрите, получается, что когда мы начинаем в себя вкладываться, то, что мы качаем, то и развивается у нас. Когда идем в спортзал, мы качаем определенную группу мышц, да? Если мы будем качать трицепсы, накачаются трицепсы. Будем качать пресс, накачается пресс. Вот. Я поняла, что вот эта десятина, она и есть, это тот наш вклад, который мы направляем для того, чтобы развиваться духовно. И разница этой десятины в том, что да, это установленный прям процент, десятина она всю жизнь называлась, да, в Библии много раз она называется, и вот это и есть вот какая-то такая дозированная, вот есть же по поводу системности, да, когда вот в спортзал надо системно ходить, да, десятину надо системно платить, это тот минимум. Как его платится? Десятина платится, когда вообще вот денежка поступила. Но мы, я тоже по своему примеру, иногда десятину откладываю на, как сказать, по остаточному принципу. Потому что я обязана, у меня есть кредиты, у меня есть ребенок, да, есть родители, там, есть зарплаты, коммунальные. То есть обязательные платежи, которые нужно платить в мире, да, я их плачу. Почему? Потому что нас так воспитали. В просрочку по кредиту уходить нельзя. То есть это получается то, что мы обязаны платить. Но иногда бывают такие кредиты, да, допустим, мы когда берем кредит, на что мы опираемся? А? Не совсем. На потребность. Вот, допустим, ребенка надо отправить на учение, высшее учебное заведение, да, но не поступил он бесплатно, мы думали, что бесплатно поступит, а поступил платно. Хочешь, не хочешь, кредит бери, правильно? Может быть, даже останется совсем крапать на еду и так далее, но мы, это вот, это ладно же. Есть еще такой момент, когда выходит новый вариант телефона, или телефон сломался. Мы берем кредит, потому что, по 3, 4, 5 тысяч нормально же будет, кажется. И потом раз кредит 2000, два кредит 5000, короче, получается, что то, что осталось от денег, у нас все ушло на кредит. Но мы туда каждый месяц стабильно в банк идем и оплачиваем кредитную, погашение кредита. Да? Здесь мы можем, это то, что идет как бы, есть определенная потребность, и мы ее покрываем, и для нас это нормально стало в мире платить кредит. Но смотрите, если мы понимаем, что в духовном мире есть десятина, про которую в Библии очень много раз говорится, это добровольное. Вот почему мы оставляем на потом, потому что везде нас прижало, и вот копейка какая осталась, иногда бывает, 500 рублей, 1000, например, мы принесли в воскресенье в церковь отдали, да? Вот. И здесь, смотрите, тогда мы смотрим по приоритетности. Значит, приоритетно нам поесть, тепло пожить, обязанности родителей сделать, там, какую-нибудь хотелку свою обеспечить, да? Но вот это у нас нормально мозг срабатывает, потому что это так живут все, да? Но мы же в церковь приходим тоже не все. И получается, что когда мы ставим в приоритете, тут очень много тоже, я с кем общаюсь, да, с теми, кто в церковь приходит, что на первом месте Бог. Потом я, потом уже все дальше. Да? И, соответственно, когда идет в приоритетности оплаты, не оплата, пожертвование десятины, взносы десятины в церковь, какая приоритетность должна быть? Не по остаточному же принципу. Понимаете? А в начале. Потому что Бог на первом месте. Почему Бог так делает? Да? Десятина – это не то, что обязанность в церковь платить, непонятно, куда деньги уходят. Это фокус. Это фокус. То есть, когда мы в первую очередь думаем о том, чтобы внутри, знаете, какое классное состояние, когда денежка пришла 10%, неважно, какие расходы идут потом. Даже если на кредит не хватает, то пусть просрочка пойдет несколько дней, ничего страшного. Вообще, да, почему? Перед банком, значит, мы обязаны платить, а Богу, значит, как-то вот что-то вот... Вот это понимание для меня пришло.
Знаете, как легко, вот я раньше откладывала, это не работает, ну, в моем случае, да? Сейчас денежка пришла, неважно, в 3 ночи, утром, вечером пришла, я не думая сразу 10% беру, отправляю. И внутри такое классное состояние от того, что я в первую очередь подумала о себе. То есть, потому что вот когда коннект идет с Богом, да, я сейчас очень активно прямо вот каждый день что-то читаю, смотрю, да, это же тоже свое время я как бы уделяю именно духовному развитию. И получается, что свое духовное развитие, когда я плачу десятину, я ставлю на первое место. Вот, это касаемо десятины. Так классно, что часть тебе кивает, это очень хорошая обратная связь. Вот, и поэтому я раньше, знаете, я думала, вот благотворительность отправляет туда-сюда, а оказывается, благотворительность это состоит из десятины и из пожертвований. То, что я делала, это как-то было пожертвование, когда я отправляю там на здоровье ребенку. Я не различала, то есть какой-то до прочтения книг, я думала, это одно и то же, 10% и все, как бы. Я могу об этом не думать, да? А теперь я понимаю, что десятина по умолчанию, да, кому как близко заходит налоги, там, какие-то обязательные платежи, но это опять-таки вот обязательно духовный рост. Вот я вот так себя определила. И дальше уже пожертвование, это именно, я стала, знаете, соизмерять свое время и деньги. То есть это на самом деле одно и то же. Потому что такое деньги? Деньги к нам приходят тогда, когда мы свое время на что-то обмениваем. То есть мы идем на работу, свое время, которое, свои навыки, опыт, да, на работе, значит, мы их как бы... Что мы делаем? Применяем. Вот, спасибо. Применяем, и за это нам работодатель дает денежку. Правильно? Вот, это наше время. Почему я так поняла? Мы несколько лет назад переезжали в другой город, и мой муж был в том городе. И знаете, он мне позвонил 17 августа и сказал: все, мы переезжаем. А у меня первый семестр впереди. Представляете, 27 августа годовщина. Я понимаю, что мне надо 27-го к нему прилететь 10 дней. А у нас двухэтажный дом. Представляете, я одна, его нет. И я начала сортировать все вещи, что я оставляю, что выкидываю, что продаю, что отдаю, что раздаю. В общем, короче, это был интересный очень тренинг. Почему я о нем говорю? Потому что, когда большая гора того, что надо было выкинуть, была... Ну, это детали. Когда вот эта большая гора уезжала, вот мы ее загрузили в грузовик для того, чтобы отвезти на свалку, и меня тогда щелкнуло. Что уезжало на свалку, по факту? Мое время уезжало. Я поняла, что вот эти вещи, барахло, вот это, которое я выкидывала, это же я их купила же на свои деньги. Эти деньги я получила на работе. А я работала поздно, последние 2 года я работала. Я приезжала в 12 часов ночи домой. Каждый день. Выходные у меня в месяц были только посередине, потому что дальше идет приближение к закрытию месяца, а потом отчеты по закрытию месяца. Все. То есть 2 года я не видела своего ребенка. Это был последний вот садиковский год и 1 класс. И представляете, у ребенка моего что осталось? Мама говорит: ты из садика меня никогда не забирала. Я ее не забирала только 1 год. Все остальное время я же не забирала, стабильно, это было нормально. А у него в голове, я говорю: знаешь, как я ждала тебя, как я радовалась, когда ты приходила меня забирать, это было так редко. И я увидела, когда грузовик уезжал, что это уезжает то время, которое я не провела со своим ребенком. Вот. Я тогда поняла, что вот это вещи, мусор, да, это и есть мое время. Я получила только что взяла годы своей жизни. Это годы. Отправила на свалку. Вот. С тех пор пришла очень другая ценность деньгам. Я вообще шопоголик, потому что я воспитывалась у бабушки, а она в советское время же дефицит. Тем более у меня размер обуви 34. То есть это размер одежды. То есть одеться очень сложно, да? То есть если ты видишь эту обувь, надо купить, потому что ты ее потом не найдешь, не купишь. Дефицит. И у меня вот это мышление дефицита осталось, и я покупала все. Я потом поняла, что я сиюминутное удовольствие взять, да? Из этого мусора образовалась куча. А я же могла это удовольствие провести с ребенком, куда-то выехать, сходить в кино, в ресторан, то есть внутри наслаждаться этой жизнью. И вот почему я говорю, что очень важно понимать, что такое деньги в семье.
Потому что деньги – это и есть наш показатель нашей ценности. И когда мы 10% из всего нашего себя внутреннего, 10% отдаем Богу, это правильное распределение денег. Это не то, что мы съели, спустили в унитаз, это не то, что мы отправили потом в мусорку, да, потому что на самом деле у каждого, признайтесь, есть в доме место барахлишко. В шкафу, который мы замуровали, и туда мы годами не залазим. Зачем нам эти вещи вообще сдались? Да? Ну лучше ты съезди куда-нибудь с семьей, покажи мир ребенку, ну, допустим, да, сравниваем. И вот, и получается, что вот это, когда осознание пришло, то, что отправляя 10%, я тем самым вкладываю свою душу, намного стало легче. Пришло внутреннее понимание, что я делаю правильно. И вот это успокаивает, что я не проживаю жизнь просто там сиюминутными какими-то желаниями, да, а именно я развиваю, это мой вклад в род мой, да, потому что когда я внутренне развиваюсь, я развиваю своих детей ментально, да, вот как бы, и я являюсь проводником. И мне захотелось быть проводником мамой, которая счастлива. Не счастлива от того, что она купила барахлишко и потом это убирать не хочет, да? А потому что изнутри светится, и вот это может дать только Бог. Что я вот вижу, да, вот я в поисках, я такая, знаете, у меня профессиональная информация, потому что я финансист, да, везде цифрами 2 плюс 2 должно быть 4. И что такое Бог? Это не равно 4. Как вот, как объяснить, да, что пойти выкопать, ну, как для себя понять это? Это вот поэтому, наверное, вот, ну, я вот на сцене стою тот пример, который человек вообще далек был от Бога, потому что в семье у нас никто не ходит, кроме бабушки. Ну, и все, то есть как бы, и то она как бы никогда об этом не говорила. То есть крестик одела, и все, она никогда об этом не говорила, ничего, да. И как бы мир вообще без Бога, в окружении у меня никто в церковь не ходит, да, и потом в один прекрасный момент появились мамы в моей жизни. Большое вам спасибо за это. Мою домашку за это, за ваши примеры. И поэтому, вот почему говорят, вот ходите в воскресенье, да, это тоже вот свое время. Есть такое понимание, как инвестировать время во что-то. То есть, когда мы смотрим сериалы, мы просто сливаем свое время, да, то есть это время, вот как наша ценность. И получается, что когда мы приходим в церковь, мы можем быть сердцем этой церкви. Да? Почему? Это мы можем быть проводниками. То есть, когда мы оплачиваем десятину в церковь, смотрите, у нас с каждым днем все лучше и лучше. Сюда приятнее ходить. Да? Сейчас вот я перед тем, как сюда подняться, зашла вот в комнату, где сейчас дети занимаются. И я увидела там вот эти пособия, которые аккуратненько по полочкам, по папочкам разложены, в цветном виде распечатаны, да? Насколько вот наши учителя, преподаватели для детей, да, насколько они сердцем и душой вкладываются в детей наших. И получается, что это же тоже все как бы совокупность, они же не могут как бы просто словом, это надо распечатать в картинке, это же тоже деньги. Да? И, соответственно, чем правильнее мы распоряжаемся деньгами и вкладываем частичку себя в церковь, тем церковь она становится все приятнее, сюда будет приходить все больше людей, приятно говорить о церкви, приятно приглашать в церковь, да, и тем самым мы можем делиться Божьим Словом со своим окружением. То есть не приходить в строящийся дом, который, ну, человек придет и что? А сейчас уже приятно приходить, еще приятнее будет. И я вот призываю и себя в том числе, потому что когда произносишь это еще больше ты принимаешь это. Поэтому я очень долго созревала и вот, я заканчиваю. В общем, хочу пожелать каждому быть сердцем этой церкви и быть проводником. Спасибо. Слава Богу, можно попросить как бы раздать вот эти сосуды для того, чтобы в душу вкладывать, да? Я просто хотел сказать, если вы первый раз в церкви, или вы не первый раз, то вы не знаете зачем и почему, просто вообще не переживайте. Это не поборы. Потому что в Библии написано, что доброохотно дающего любит Бог. И я всегда призываю со сцены, особенно когда речь заходит про деньги, включайте мозги. Да. Ну, с Богом бывает сложно, Он иногда тебя побуждает, и здесь как бы, ну ты должен это тоже понимать, должны быть взаимоотношения с Богом. Если ты это, у тебя такие есть, у тебя сейчас вопросов не возникнет. Но если ты первый раз и ты сомневаешься, нет никакого осуждения, просто не напрягайся.
Хорошо? Еще, знаете, я хотел сказать, попросить вас. Давайте мы нашему прославлению поаплодируем. Потому что было круто. Слава Богу, сегодня тоже. Я не знаю, кто-нибудь заметил, что у нас сегодня было не так. У нас что-то отличалось. Что отличалось? Да, у нас солисты были впереди, наконец-то. Не как пионеры вдоль стеночки, да, а как-то. Я верю, что у нас будет дальше что-то меняться из славы в славу. Было хорошее прославление. И я верю, что у нас и звук будет лучше, и светом мы обзаведемся. И я также хотел вам с вами поделиться, что вот на данный момент, на сегодня, у нас нет никаких долгов по поводу стройки, то, что мы делали, потому что мы со строителями уже рассчитались, но вот до прошлой недели у нас были, знаете, там небольшой долг, там небольшой долг. Просто мы как церковь заняли у кого-то, у предпринимателей в церкви, чтобы просто закрыть долг перед строителями. Потом вот еще у другой церкви тоже, как бы, вернее, не у другой церкви, мы как церковь платим десятину в Северо-Восточный Союз, как бы, да, в котором мы состоим. То есть все поступления, которые у нас есть, мы отделяем 10% и отправляем туда. И отправляем мы не каждый день, не каждый раз, то есть какое-то время деньги копятся. И вот мы как бы из этих денег тоже взяли для того, чтобы рассчитаться со строителями. И в прошлое воскресенье, благодаря вам, слава Богу, то есть мы как бы, мы уже включены. То есть мы закрыли все долги, у нас ничего нет, то есть дальше мы можем планировать и что-то тратить для себя. Поэтому слава Богу за вас. Вот. Да. Ну и давайте мы поприветствуем сегодняшнего спикера, не чуждого нам человека, его Святого Слова. Вы его все хорошо знаете. Наш епископ и наш пастор. Добрый день. Я приветствую всех вас и, конечно, очень рад видеть вас. Это не дежурные слова, поверьте мне. Здесь очень много для меня родных, таких близких людей. Очень рад вас видеть. Рад, что вы в церкви, несмотря ни на что. Потому что если вы сегодня в церкви, одно на 100% правильно, что вы находитесь в правильном месте и в правильное время. И мне очень радостно было сегодня присутствовать на выступлении Маши. Впервые она поделилась и так хорошо все рассказала. С Машей мы познакомились, когда как-то в один из приездов моих и общались. Она очень такой умный человек, очень такой системный. И я думаю, что она большое благословение для церкви. Если бы Ник с Машей жили во Владивостоке, то я бы обязательно попросил ее подготовить. Началось вас, Москва, какой Иисус. Если бы, я сейчас делаю намек, Алексей, намек для тебя. Если бы Ник с Машей жили во Владивостоке, то я бы обязательно попросил их подготовить семинар для церкви о финансах. Финансы — это не просто деньги, это управление ими. И я понимаю, что они в этом разбираются неплохо, и это было бы благословением для церкви. Так что это намек. Я готов поделиться с вами проповедью. Возможно, некоторые вещи для вас будут уже знакомы. И это хорошо, потому что люди не всегда принимают то, что услышат, даже если это и правильно. Обычно происходит так. Раз услышал, два услышал, на третий раз понял, а потом уже начинает применять. Поэтому, если вы что-то новое услышите, не говорите себе, что-то такого, ничего нового. Просто скажите, классно. Если я это еще не делаю, значит, нужно задуматься. Хорошо? Проповедь сегодня называется «Благословение процесса». Благословение процесса или благословение от процесса. Многие, я хочу сказать, потому что я часто общаюсь с людьми, и многие люди не понимают,
того, что как изменения приходят в их жизнь. Все хотят что-то изменить. Все хотят что-то изменить. Не правда ли? Вы же хотите что-то изменить в своей жизни. И, как правило, люди хотят изменить к лучшему. Так? Но большинство людей, я даже скажу, не понимают, как происходит изменение. Я увидел, что христиане, они ищут событий каких-то. На конференции какие-то ездят, какие-то богослужения проходят, такие там кто-то приехал, какой-то гость. Это все хорошо, но события людей не изменяют. Не изменяют. События могут вдохновить. И люди, побывав на каком-то вдохновляющем событии, рассказывают друг другу: ты представляешь, Люся, ты сейчас упадешь. Там такое было. И они вдохновенно делятся друг с другом теми переживаниями, которые у них были на этом событии. Но изменения не происходят от событий. Вы увидите, что через несколько дней все вдохновение куда-то улетучилось. И опять пришли будни, и опять все то же самое, и никаких изменений. Что же изменяет людей? Людей изменяют процессы. Скажите аминь. Аминь. Вы не верите в это? Я давайте еще раз попробую. Людей изменяют процессы. Аминь. Не верите, не все верят. Это еще одно, я вам еще один шанс дам. Почему в церкви людей приглашают сказать аминь? Понимаете, когда вы говорите аминь на какие-то правильные вещи, вы делаете их личными. Понимаете, есть общие истины. Но когда вы на что-то реагируете и говорите: да, я согласен, вы делаете это личным. Когда вы делаете что-то личным, тогда у вас личный результат будет. Если в общем все, да, все это в общем, тогда в общем у кого-то будет результат. Поэтому еще одна попытка. Людей изменяют процессы. Аллилуйя, слава Богу, наконец-то добился. Как в той песне, да, гни свою линию. Например, все знают, что полезно ходить на фитнес. Все знают? Это очень полезно, очень. Реально. У вас будет фигура, как у Андрея Манжурцева. Но правда в том, что я не хожу в спортзал много лет. Это просто благодаря Господу. Да, он мне такой. Я ем все подряд и очень много. Как мой сын однажды выставил фотографию, знаете, такой там с тазиком пельменей сидел же маленький такой, его сфотографировали. И он подписал там в Инстаграме, говорит, уже тогда я ел как конь. Я ем очень много, все. Да. Но я тоже понимаю, что очень важно ходить в спортзал. Это не только ради фигуры, но ради здоровья. Но знаете что? Я туда не хожу. И у меня очень много разных причин. Потому что у меня нет времени, там и все. И знаете, очень много причин. Но на самом деле просто не хочу. Когда люди причины называют, как правило, там две причины есть. Как правило. Одна причина, которая красиво и очень аргументированно звучит. Да? А вторая настоящая. Догадайтесь, какую люди чаще всего озвучивают? Да, красиво и правильно звучит. Настоящее всегда где-то там прячется. Но что я хочу сказать этим? Что если человек побывал на каком-то событии и вдохновился тем, что надо ходить в спортзал, надо своим здоровьем заниматься, разве это изменит его? Нет, потому что нужно запустить процесс. Нужно как минимум начать ходить в спортзал. Процесс запустить нужно. Это так просто и банально звучит. Но знаете что? Есть разные процессы в жизни. У кого-то проблемы во взаимоотношениях с людьми. Почему? Потому что там тоже могут быть запущены процессы, но которые разрушают. И эти процессы тогда нужно остановить и запустить другие процессы, которые будут созидать. Есть у кого-то проблемы с финансами. Вот Маша сегодня говорила об этом. И
И нужно запустить процесс, чтобы порядок навести в этом. Только процесс может что-то изменить в нашей жизни. Давайте мы с вами посмотрим Священное Писание. Это Евангелие от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. Вас выводят на экран текст. Евангелие от Луки, 19 глава. С 11 стиха. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. И сказал: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. 10 мин – это определенную часть серебра. Одна мина – это определенная часть серебра. Ну, по разным подсчетам, примерно полкилограмма серебра. Одна мина. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящему: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин? Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Аминь. Вот на этом остановимся. Итак, история. Это очень интересная история. Знаете что? Там написано, когда он, как там, 11 стих. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Присовокупил, значит, присоединил, добавил. К чему добавил? Что они слушали? Они слушали то, что он сказал о человеке по имени Закхей. В этой главе рассказывается о человеке по имени Закхей, который был налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, или даже начальник налоговой инспекции. Он был очень богатый человек, и он нажил очень много денег нечестно, потому что сверх положенного брал с людей. И люди его ненавидели. Но знаете что? Для Бога каждый человек – это ценность. И Он любит каждого человека. И те, которые зло нам сделали, и может быть мы кого-то ненавидим, но Бог их все равно любит. Потому что если Он прикоснется к их сердцам, эти люди, те, которые причиняют зло, могут стать источником добра для многих. Если Бог прикоснется к их сердцам. И таких историй множество. Поверьте мне. Но он присовокупил притчу именно к этой истории. А что произошло с этим Закхеем? Да вот, он хотел увидеть Иисуса, он был небольшого роста, там написано, он залез на дерево, на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса. Иисус, проходя, потому что толпа была большая, проходя, остановился и сказал: Закхей, привет, а ты что там на дереве делаешь? Давай иди домой, приготовь обед, мы к тебе. Как говорят сегодня у нас, накрой поляну. Давай, иди быстрее, готовь обед, потому что мы к тебе вот со своими ребятами я иду. И нас как минимум 13 ртов. Знаешь, как мы едим? Давай. И Закхей радостный, он, наверное, даже слетел с этого дерева и несколько сучьев сломал даже.
Он побежал домой, быстро там приказания раздал, стол накрыли, и они сидят, кушают. Иисус улыбается. Я думаю, что Иисус много улыбался. Вы как думаете, он улыбался? А? Потому что чувство юмора вообще – это от Бога, друзья. И помните, как говорят евреи, если человек лишен чувства юмора, значит было за что. Я думаю, что Иисус много веселился. Потому что дети его любили. Дети не любят серьезных людей. Дети боятся серьезных людей. А к нему очень много детей шло. Да? И вот Иисус, улыбаясь, говорит: ныне пришло спасение дому сему. Ныне пришло спасение дому сему. Почему пришло спасение? Этот радостный встал и сказал: Господи, половину имения моего я раздам нищим. И если кого чем обидел, я 4 раза воздам. И тогда Господь сказал: пришло спасение дому сему. Почему он так сказал? Потому что здесь было событие, которое запустило процесс. Событие, которое запустило процесс. И он, как вы думаете, Закхей был верен своему слову, которое он сказал? Я думаю, да. Потому что то, что произвела встреча с Иисусом в его сердце, навсегда изменила его жизнь. И потом он присовокупил притчу. 10 рабам своим господин раздал по мере серебра каждому, по 500 грамм серебра. 500 грамм серебра — это нормально сегодня? Сколько примерно это будет стоить? Кто может посчитать? Экономист? Очень бы помогли мне, если бы сказали хотя бы примерно. Сколько? 100 тысяч кто-то сказал. 500. А? Короче, это нормальная сумма, да? 2,5. Да. Посмотрите. Он призвал 10 своих рабов. Написано, что он был человек высокого рода. Он призвал 10 рабов и каждому дал одинаковую меру. И сказал им: давайте что-то с этим делайте, давайте как-то умножьте. Знаете что? Не говорите никогда, что у других лучшие возможности, чем у вас. Потому что это неправда. Мы все начинаем с одного старта. Мы все выходим в этот мир, ничего не имея. И знаете, что интересно? И уйдем тоже, ничего не имея. Кто-то скажет: ну, у него родители богатые. Знаете что? Иметь богатых родителей – это еще не успех. Потому что мы знаем одного парня, у которого был богатый папа. Он попросил у него денег и ушел, и оказался в конце концов со свиньями. Иметь богатых родителей – это еще не успех. Поэтому мы все изначально имеем одинаковые возможности. И вот 10 людям разданы эти возможности, эти мины. И уходит господин, и там написано, куда он пошел. Он пошел получить царство. Какая замечательная история. Он пошел получить царство, а этим раздал 10 мин. Зачем он раздал 10 мин? Зачем он раздал им это серебро? Потому что когда он вернется, для того, чтобы управлять царством, ему нужны верные и способные люди. И те возможности, которые даны были всем, они выявят как раз таких людей. Он пошел, и начался процесс. Но процесс начался только у 2. На отчет пришли 3, а процесс начался только у 2. 7 человек вообще не пришли. Знаете, это какая категория людей? Урвать здесь и сейчас. Это категория людей урвать здесь и сейчас. Схватил эти возможности, все проел, все профукал. И постоянно кто-то виноват. Это не вы, конечно, вы не из таких людей, нет. Но мы видим из этой притчи, что 70% людей так живут. Дорогие, это печально.
урвал здесь и сейчас. Получил здесь и сейчас. И даже не подумал о том, что есть же будущее, есть завтрашний день, я с этим могу что-то сделать. Я не говорю сейчас про инвестиции. Мы не на семинаре, который приготовит Маша. Я говорю про библейские истины. А если вы на беззвучный поставите свои телефоны, вы очень поможете себе, мне и друг другу. Но 2 человека пришло отчитаться. Они запустили процесс, и у них был результат. Есть такой закон Паретто. Кто слышал о законе Паретто? Да? 20% усилий дают 80% результата. К сожалению, в церкви точно так же. 20% людей стабильно отдают десятину и жертвуют. И на это церковь совершает служение. 20% людей. Это такая статистика, к сожалению. Представляете? Какой вы хотите находиться категории? 70%, 1%, который взял, и все. Сел, прилип, Филипп, ты что там прилип? Взял и прилип. Все. Закопал, похоронил, ходит, рассуждает. Деятель, понимаешь ли. Нам делатели нужны, а не деятели, да? Из 10 только 2 запустили процесс. Там тот, кто принес 10 мин, он говорит: господин, вот твоя мина, которую ты мне дал, а вот еще 10, которые я приобрел. И господин ему говорит: хорошо, верный и добрый раб. За то, что ты в малом был верен, оказывается, это малое было, совсем малое. Некоторые люди думают: о, хватил, так много, такой куш, у меня в жизни больше никогда такого не будет. Но это малое, потому что тебя ждет нечто большее, если ты этим правильно воспользуешься. Если ты этим правильно распорядишься. Если ты будешь использовать это так, как хочет Господь для тебя. Почему? Почему? Потому что Он приготовил для тебя нечто большее. И говорит господин этому рабу: молодец, молодец, войди в радость господина твоего, вот тебе 10 городов. Понимаете, господин готов был рискнуть своим серебром для того, чтобы найти верных людей. Что он не знал, что кто-то не придет, кто-то там закопает? Конечно, знал. Но он также знал, что всегда найдется тот, кто правильно использует. Тот, кто запустит процесс. Второй пришел, говорит: вот твоя мина, я вот приобрел 5. И тоже говорит ему: молодец, вот тебя над 5 городами. Дорогие, посмотрите, ему дали серебро, он его использовал, что-то на него приобрел, отдал господину, отдал 1 мину, отдал свои 10 мин. А что ему осталось? А ему остался процесс. Ему дан был процесс, потому что он мог быть благословлен не через это серебро, только через процесс. Только через процесс он стал человеком, способным управлять 10 городами. Понимаете? Через это серебро он взрастил себя как губернатор. И возможности, которые нам даются сегодня, это возможности, которые могут нас изменить. И у всех людей есть возможности. У всех. Не говорите, что у меня нет никаких возможностей. Не говорите так, потому что это равносильно тому, чтобы проклинать свою жизнь, проклинать свое будущее. У всех у вас есть возможности. Вопрос какие? У всех разные, конечно. Но что мы с этим делаем? Что мы с этим делаем? Церковь – это место, где людей снаряжают, прежде всего, духовно. Человек в процессе жизни своей развивает себя
как правило, в 3 направлениях. Это ментально, свое мышление, оно должно быть современным, иначе все время будешь где-то там в хвосте. Человек развивает свои руки, это навыки, способности, умения, и человек развивает свое сердце, это ценности духовные, это то, что им движет, это убеждения внутренние. Знаете что? В основном приоритет отдают голове и рукам. Но церковь – это место, где сердце прокачивают. Я был в Сунтарах, сейчас 4 дня был в Сунтарах. Вчера, в субботу, перед вылетом, у меня была встреча с очень интересным человеком. Он сам так настаивал, попросил встретиться, он директор музыкальной школы. Вот Екатерина знает его, да. Очень хороший человек, Алексей Константинович. И мы с ним проговорили, у нас был всего 1 час, но мы с ним очень плодотворно пообщались, и его беспокоит вопрос, он говорит, как люди не понимают, что духовное основание, это прежде всего должно быть человек. Как люди не понимают, и он спросил меня, что с этим делать? Я ему дал один совет, и он говорит, все, я получил ответ, это здорово. Мы с ним обменялись контактами, будем дальше общаться. То есть духовные вещи, это духовные ценности, это основание. И в церкви именно этим и занимаются. Все остальное, свое мышление, свои навыки вы можете прокачать в других местах. Но в церкви прокачивают в сердце, чтобы у человека все было правильно в сердце. Поэтому Библия, она говорит то, что используют разные тренеры, и как будто это какие-то новые открытия. И они говорят, вот так надо делать. Бог уже давно все это сказал. Это не новое. Просто нужно понять и увидеть. У христиан есть одна проблема. Они знаете, как Иван, не буду говорить, какой он на печи лежит и говорит, пусть по щучьему велению, по моему хотению. Христиане очень любят чудеса, они ждут чуда. Я уже об этом говорил, повторюсь. Если вы ждете чуда, если вы прям молитесь и говорите, Господи, дай мне чудо, значит ждите кризиса. Да. Почему? Потому что чудо это ответ на кризис. Чудо это когда человек в такой ситуации находится, что ему никто не может помочь. Уже естественным образом никак не решишь проблему. И нужно чудо, нужно сверхъестественное что-то. Хотите чудо? Все еще хотите, да? Или лучше все-таки благословение? Чудо. И то, и другое хорошо. Евреи, они не молятся о чудесах. Они молятся о благословении. Знаете, все-таки они Писание читают немного подольше, чем мы. И что-то понимают, может быть, побольше, чем мы в каких-то моментах. Но благословение – это как самолет, которому нужен аэродром, куда он может приземлиться. Бог дает благословение. И эти самолеты летают, знаете, вокруг, и ищут свободный аэродром, куда можно приземлиться. И процесс – это как аэродром. Запустил процесс, и благословения начинают приходить в твою жизнь. Послушайте, если кто-то из вас ищет работу, это все банально звучит, но вы можете увидеть кучу благословений в своей жизни. Если кто-то из вас ищет работу и просто сидит и молится, Господи, дай мне работу, дай мне работу, дай мне работу. У меня уже в моем диване такая яма, что скоро вот так коленки будут торчать. Я уже устал сидеть на этом диване, дай мне работу. Я уже пропукал даже этот диван. И зачастую ничего не происходит. Но если человек
возьмет на этом же диване, сидя, откроет хотя бы интернет, где-то там какие-то вакансии, пошел процесс. Если он возьмет телефон, кому-то напишет, слушай, у тебя там нет никакой вакансии, может быть, у знакомых. То есть он запустит какой-то процесс, и потом вдруг появится какой-то человек и скажет, да, мне вот именно такой нужен, и вот такая тебе зарплата. И все это такое неожиданно. И кто-то скажет, ну чудо, это не чудо. Это благословение от процесса, который ты запустил. Потому что ты начал искать. Ты начал искать. Кто-то говорит, я хочу жениться. Молодые люди говорят, я хочу жениться, мне нужна хорошая жена. Господи, дай мне хорошую жену. Я думаю, Бог такому человеку отвечает. Знаете как? Не все могут слышать это, но Бог отвечает так. Ты знаешь, я уже одному дал. Он мне потом сказал, жена, которую ты ей дал. Понимаете? Я же еще и виноват остался. Поэтому в Библии написано, кто найдет добродетельную жену. Так что ищи давай. Ищи давай. Спрашивай мудрых советов у тех, кто уже опытный. У тех, кто уже построил счастливый брак. Ищи давай, запусти процесс. И ты будешь благословлен. Так во всех сферах жизни запусти процесс, и ты будешь благословлен. Очень модно говорить о призвании. Люди сегодня говорят о призвании, особенно в церкви. Ой, я хочу свое призвание найти. Я хочу свое предназначение понять. Я хочу... А что ты сидишь так? Ну хоть что-нибудь начни делать. Ну хоть что-нибудь начни делать. Помните, у Аллы Пугачевой такая песня была? Будь или не будь, сделай хоть что-нибудь. Ну какой-то процесс запусти, глядишь, он тебя выведет туда, куда нужно. Однажды один молодой человек, одна из любимых моих историй из Библии. Я могу много проповедей об этом персонаже говорить. Это Иосиф. Этот молодой человек, знаете, отец ему сделал разноцветные одежды. Эти разноцветные одежды, это не просто красиво все выглядит. Эти одежды носили только те, кто не занимается физическим трудом. И вот он такой молодой человек, изнеженный, любимчик у своих родителей. Есть еще у него старшие братья, за которыми он следит внимательно. И если что-то не так, он сразу: папа, ты сейчас упадешь. Братья не любили его за это. А он еще ходит, знаете, в этих одеждах разноцветных, не работает. Они постоянно там в поле, под дождем, понимаете, вот под ветром, пасут овец отца. А он дома постоянно. И однажды вот этому вот мажору, не побоюсь этого слова, снится сон. Снится сон, он видит небо, 11 звезд, луну и солнце, и все это ему поклоняется. И он истолковывает это для себя. 11 звезд — это мои братья, солнце и луна — это отец и мать, все мне поклоняются. Потом он видит, как они собирают снопы, снарят снопы с братьями, потом все снопы братьев его снопу поклоняются. И какой он вывод делает из этого? Великий я человек. Он молодой, он такой необрезанный, он мажорчик такой, знаете. Одно здесь очень хорошо, что отец, отмечая его, давая ему такие привилегии, он позволил сформироваться у него здоровой самооценки. И тогда он был способен принять это огромное призвание, что он будет великим. Понимаете? Но дело в том, что он в характере своем не готов к этому. Он зеленый мальчишка высокомерный. Поэтому он что делает? Он сразу же бежит и говорит: братья, вы мне все поклоняться будете. Папа, мама, извините, но так мне во сне было показано. Мне так Бог сказал, отец даже рассердился на него. Братья вообще разозлились на него и так доносят на них. Еще тут мы тебе поклонимся, подожди. И они это и делают, когда он приходит к ним в поле.
Они избили его, разодрали одежду, бросили в ров и продали в рабство. И тогда в жизни Иосифа наступает кризис, очень жесткий. Он полностью дезориентирован, он растерян, он просто настолько потрясен, что происходит. Бог, ты же сказал, что я буду великим, что они мне все поклоняться будут, а они его продают за 30 серебряников каким-то язычникам, и те уводят его в рабство в Египет. Человек такое существо, что ко всему может привыкать, да? Ко всему может привыкать человек. Иосиф оправился немножко, и знаете что? Впервые начал работать. Знаешь что? Когда-то тебе придется это. И он начал работать. Он начал работать, потом понял какие-то алгоритмы. И через какое-то время он успешнее всех стал в доме своего господина, который был начальником телохранителей, службы безопасности фараона. И фараон, этот самый, его господин Потифар, он отметил это и дал ему еще больше полномочий. Смотрит, он справляется, еще больше полномочий, еще. И потом, в конце концов, Потифар уже вообще ничем не занимался. Все вопросы в доме решал Иосиф. Все вопросы в доме решал Иосиф. Он управлял всем. Всем. И Иосиф, возможно, думал, ну вот, все. Вот он мой час звездный. Сейчас я уже Потифар со мной как на равных. Вот сейчас, наверное, он скажет обо мне фараону, там, и меня как-то начнут поднимать. Такой я вот все-таки успешный человек, такой я продвинутый. Послушайте, ему дали маленькую ответственность сначала в доме Потифара. Ему дали 1 мину серебра. И он начал ее использовать. И стал самым главным управителем дома. Понимаете? Запустил процесс. Но еще не все. Путь был туда наверх не таким, каким Иосиф даже не ожидал. Его обвиняют ложно в домогательстве, в сексуальном насилии, его в тюрьму бросают. Там написано в его истории, что он был раб, но его бросили в царскую темницу. Его посадили в темницу, где сидят узники царя, написано. Это что-то значит. Потому что хоть он был и раб, все понимали, что это не простой раб. У него очень высокий уровень. Его не могли отправить куда-то, знаете, с такими преступниками матерыми. Его в царскую темницу, и там он встречается с 2 людьми. Хлебодар и виночерпий. Современные есть министры там, да? Какие-то министры экономики или кто-то. Он с ними встречается. Они тоже туда попали. Знаете что, в тюрьме там нет погон. Погон нет. Там без разницы, ты кто? Министр? Ты был министр. А здесь ты такой же, как и я. Арестант. Здравствуйте, добро пожаловать. И он им начинает пророчествовать, он сны получает, они сны получают, он начинает им истолковывать сны, пророчествует и говорит этому виночерпию: ты будешь возвращен туда, снова на свое место, фараон. И говорит ему: но ты когда там будешь, вспомни про меня, потому что я здесь невинный сижу. Я невинный, вообще меня украли из дома отца моего. Он рассказал свою душещипательную историю. Вы заметили, что люди, чиновники, которые уже много лет, их душещипательные истории не касаются, потому что у них профессиональная деформация. Не зря они так поступают, потому что нельзя все через свое сердце пропускать. Так же, как и врачи и прочее. Нельзя все через свое сердце пропускать. И вот финал этой истории. Иосиф думает: ну все. Сейчас этого виночерпия выпустят. Его выпустили, и он думает: ну сейчас, вот сейчас ему скажет, и все. Но проходит неделя, тишина. Проходит месяц, тишина. Проходит год, тишина. И тогда Иосиф думает: забыл, все. Что дальше делать? В тюрьме он опять поднимается на самый верх. Он управитель в тюрьме.
И только через 2 года про него вспомнили. Через 2 года. Какой путь он прошел? Какой процесс прошел в его жизни, прежде нежели он стал управителем всего Египта? В конце своей истории Иосиф говорит: братья, не вы меня сюда послали, но Бог. Вот вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это все в добро. Над всем есть Бог. Иногда мы на каких-то людей злимся, мы обижаемся, мы на обстоятельства меняем, на правительство. Сегодня так модно ругать правительство, эти QR-коды, эти вакцинации. В 2 часа у нас, по-моему, здесь будет общение, и мы можем и об этом тоже поговорить. О вакцинации. И вот люди ругают всех, кого не лень. Как будто это поможет. Разве это помогает? Это не помогает. Это разрушает, наоборот. Разрушает внутреннее устройство. И в конце концов психику даже разрушает. Вот у Иосифа был процесс, когда он из мажора превратился в человека, способного спасти жизнь великому множеству людей. Драгоценные, людей изменяют процессы. Вы можете задуматься над тем, какие процессы сейчас происходят в вашей жизни. И вы, и только вы властны в том, чтобы либо эти процессы сделать осознанными и усилить их, либо остановить и начать новый процесс. Если этот процесс разрушительный в ваших взаимоотношениях, в ваших финансах, в вашем здоровье, тогда остановить эти процессы и запустить новые процессы, созидающие. Либо осознать какие-то процессы, которые происходят, созидающие процессы, и усилить их. Усилить их. Что я могу еще сделать? Что я могу сделать лучше, чтобы результат был качественнее, полноценнее? Понимаете? Всем раздали по одной мини. Каждому из вас Бог что-то дал. И я молюсь о том, чтобы Божья мудрость была на каждом из вас. Один мудрец жил эту притчу я люблю рассказывать. Один мудрец жил на горе, рядом с аулом небольшим. И к нему приезжали люди, разные люди с разных стран. Они приезжали к нему, чтобы мудрости у него спросить по разным вопросам. И получали мудрость, получали добрые советы. Но в этом ауле жили мальчики, дети. Для них была забава прибегать к нему туда на гору и задавать ему вопросы. Им казалось, что это такие умные вопросы, что он не сможет ответить. Для них такая была забава, игра. Но однажды один мальчик сказал: слушай, сейчас мы его все-таки закатаем со всей его мудростью. Те говорят: как? Он говорит: я вот птичку поймал, мы сейчас прибежим к нему, и я спрошу у него, скажу: эта птичка живая или мертвая? Если он скажет, что она живая, я ее возьму так незаметно и задавлю в руке. Маленькая, хрупкая. А если он скажет, что она мертвая, я возьму и отпущу. Он и так не прав будет. И они такие вдохновленные, быстро на эту гору поднялись, забежали туда, а мудрец сидит около своего скромного жилища и смотрит на них, улыбаясь. Они подбежали к нему, и этот мальчишка говорит: скажи нам, мудрец, вот эта птичка в моих руках, она живая или мертвая? И они замерли. Какой же будет сейчас ответ, чтобы, знаете, рассмеяться от радости, что он не прав оказался. Но он какое-то время молча смотрел на этого парня и улыбался. А потом сказал ему: она в твоих руках. Не надо никого винить, не надо искать виноватых, не надо искать причины. Твоя жизнь в твоих руках, и Бог дал тебе ее. Он дал тебе эту драгоценность, эту мину серебра. Что ты с этим сделаешь?
Не думай, что кто-то тебе должен. Не думай, что кто-то что-то обязан. Что ты сделаешь со своей жизнью? Что ты сделаешь с теми возможностями, которые у тебя есть? Что ты сделаешь с теми деньгами, которые в твоем кошельке? Что ты сделаешь с теми отношениями, которые висят на волоске? Что ты с этим сделаешь? Вот в чем вопрос. Все это в твоих руках. Вы можете сказать аминь? Аллилуйя. И если ты из ничтожного извлечешь полезное и запустишь процесс, благословения начнут приземляться в твою жизнь. Потому что Бог, Он только и ждет, чтобы тебя благословлял. Жанна, можно поиграть? Или Вячеслав, можно? Кто из вас поиграет? Мы будем сейчас молиться. Бог только и ждет, чтобы тебя благословить. Вы знаете, когда Он хотел накормить народ, и ученики сказали: слушай, они голодные, отпусти их. Иисус говорит: нет, вы покормите их. Они говорят: но у нас же ничего нет. Вообще ничего. Не, ну есть тут 5 лепешек маленьких и 2 рыбки, но их-то 5000 человек. И Он говорит: принесите мне их сюда. Какие возможности у тебя есть? Принеси их Господу. Скажи: Господи, у меня только вот это есть. Я хочу вот этим воспользоваться. Я хочу что-то изменить. Может быть, у тебя уже давно напряжение с твоей женой. Ты давно уже не говорил ей просто спасибо за тот обед, который она приготовила. Может быть, начать можно с этого. Каждый день говорить спасибо. Ты мне так вкусно готовишь уже столько лет. Я даже в рестораны не хочу ходить, потому что ты у меня так вкусно готовишь. Спасибо. А потом, может быть, там сотня у тебя какая-то лишняя появится, купи цветов. Как-нибудь просто подарить, просто так. Ла-ла-ла-ла. Женщины. Одна сестра приходит и говорит: вы знаете, пастор, мой муж такой закрытый. Он со мной не хочет разговаривать. Я говорю: а как вы с ним общаетесь? Она говорит: ну я постоянно ему говорю, надо то делать, надо то делать. Я говорю: то есть вы достаете на жопу и пилите его? Она говорит: ну да. Спрашиваю ее: а когда вы последний раз его хвалили или благодарили? Вот они живут в частном доме, вот он заготовил дрова на зиму. И знаете что? За все годы вашей семейной жизни вы ни разу не мерзли зимой, потому что он стабильно это делал. Вы можете ему сказать: дорогой, как хорошо, что ты у меня такой рукастый. Спасибо тебе. Ни разу зимой вы не замерзли. Благодаря тебе. Для мужчины это, знаете, у него сразу начинают крылья прорезаться. Женщины, вы даже не представляете, чем вы обладаете. Что вы можете сделать для своих мужей? Я понимаю, что некоторые уже зачерствели. Кажется, что уже ничего нельзя изменить. Такие, знаете, железные дровосеки заржавевшие. Начни смазывать все елеем Божьим. Сначала со скрипом, а потом будешь рубить, щепки будет лететь. Начните с малого. Запустите процессы, которые будут исцелять все в вашей жизни. Все большие реки начинаются с маленьких ручейков. Все большие достижения начинаются с маленьких шагов. Все счастливые браки начинаются с маленького посвящения. Все воспитанные дети вырастают из того, что понемногу им уделяли внимание. Все самое хорошее появляется в жизни, потому что кто-то что-то делал. Потому что кто-то запускал какие-то процессы. Скажите мне, пожалуйста, это же банально, не правда ли? Это же все так просто, не правда ли? И Бог, Он никогда ничего не усложняет. Не надо духоманить и искать чудес. Нужно просто использовать то, что у нас есть. Давайте сейчас поднимемся на наши ноги. Давайте помолимся, дорогие. Просто спросите у Бога: Господи, а чем я обладаю? Что Ты мне дал? Какой процесс мне нужно запустить? Какой процесс мне нужно остановить? Что мне для этого нужно делать?
Господь наш, мы Тебя благодарим. Милосердный и любящий Отец, мы так благодарны Тебе, что каждому из нас Ты подарил самый большой ресурс – это нашу жизнь. Мы благодарны Тебе, что Ты еще дал нам руки, ноги, голову. Мы так благодарны Тебе, что Ты дал нам время на этой земле. Мы так благодарны Тебе, что у нас есть какие-то средства физические, у нас есть дары и таланты, мы за все это Тебя благодарим. Драгоценный Отец, мы так благодарны Тебе, что мы сегодня здесь и слышим Твое Слово. Сейчас мы открываем свои сердца для Тебя. Господи Боже, Дух Святой, покажи нам, какие ресурсы могут принести изменения в нашей жизни, какие ресурсы из имеющихся у нас могут принести изменения в нашей жизни. Помоги нам запустить процессы созидающие. Помоги нам увидеть процессы разрушительные и остановить их. Помоги нам приготовить место, чтобы Твои благословения приходили в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, что Ты благой в своей сущности, Ты добрый, и от Тебя исходит всякое добро. Научи нас принимать это добро. Научи нас принимать это благо. Ты видишь каждого из всех, кто здесь стоит сейчас. Я молю Тебя о том, чтобы мудрость Твоя, снисходящая свыше, которая мирна, проста, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, чтобы она приходила на всех нас. Чтобы мы увидели свою жизнь и свои возможности Твоими глазами во свете Твоем. Благословение Твое на наши семьи, на наши дома. Благословение Твое на труд наш. Благословение Твое на все взаимоотношения, которые мы имеем. Благословение Твое на всю нашу жизнь. Пусть потенциал каждого человека раскрывается все больше и больше и больше. Господи, спасибо Тебе, что Ты всегда на нашей стороне. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо.